Во Владикавказе открыли памятник воинам 58-й армии, павшим в боях. Церемонию приурочили к 25-летию общевойсковой армии. На протяжении многих лет личный состав демонстрирует верность лучшим традициям российской армии. Ценой жизни военнослужащие охраняют рубежи Родины. Личный состав принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Решал специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-финского конфликта. За мужество и героизм 52 военнослужащих армии удостоены высокого звания Героя России. 29 мая этого года указом президента России за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, 58-я общевойсковая армия награждена орденом Суворова. Личный состав 58-й армии с юбилеем поздравил глава республики Вячеслав Битаров, вручил почетные грамоты республики командующему Южным военным округом Александру Дворникову и командующему 58-й армией Сергею Рыжкову. Еще одно знаковое событие в истории 58-й армии. На территории штаба открыли бюст первого командующего генерал-полковника, Героя России Геннадия Трошева. Объединение является одним из основных гарантов мира и стабильности не только на Северном Кавказе, но и за пределами Российской Федерации. По многим показателям армия находится на передовых позициях в вооруженных силах Российской Федерации, зарекомендовала себя армией, для которой нет невыполнимых задач, и достойной наградой является вручение армии ордена Суворова. Хочу пожелать ветеранам 58-й общевойсковой армии, офицерам, прапорщикам, солдатам и сержантам мужества и терпения, удачи и здоровья, достижений в боевой подготовке и успехов в нелегком, ратном труде на благо России. В Северной Осетии всегда с большим уважением относились к воину-защитнику, хранителю мира. Военнослужащие 58-й армии пользуются повышенным вниманием со стороны жителей нашей республики. Многие уроженцы Северной Осетии с гордостью говорят о том, что служили и продолжают служить в 58-й армии, и это главная оценка. Урегулирование межнациональных конфликтов, ликвидация незаконных вооруженных формирований, противодействие терроризму, освобождение заложников в Беслане, защита граждан Южной Осетии. Во всех перечисленных боевых операциях личный состав 58-й армии проявил доблесть и мужество, стойкость и героизм.